Знаменитая на весь мир Новоафонская пещера в разгар курортного сезона является одним из самых посещаемых объектов в Абхазии. С 1 января по 10 июня ее посетили 37 600 человек. Это количество заметно увеличится в разгар сезона. Чтобы попасть в пещеру, необходимо приобрести билеты в холле административного здания. Туристов, желающих увидеть удивительное подземное царство, здесь немало. Очень много наслышаны о том, что как там здорово, как красиво. Поэтому приехали сами и все-таки решили посидеть. Мы уже были в том году, посещали пещеру. Нам она очень понравилась. И под впечатлением мы своих друзей пригласили сюда. Стоит отметить, что экскурсионные группы проходят в пещеру через каждые 20 минут. В холле, где ожидают поезд, скапливается большое количество людей. И на протяжении многих лет это создавало массу неудобств как работникам пещеры, так и туристам. Поэтому дирекция Новоафонской пещеры решила построить новый просторный холл, в котором созданы все условия для комфортного ожидания. Раньше народ скапливался внутри, в холле, людям просто нечем было дышать, и поэтому решили делать вход с той стороны. Как бы уже много лет вход был с другой стороны, но он был не совсем комфортный, там был узкий проход, и тоже скопление народов было тяжело. И сам процесс просто с одной стороны заходят, с другой стороны выходят, очень удобно. В ближайшее время мы откроем вход комфортный, и мы установили там банковские терминалы, новая касса. Экскурсии в Новоафонскую пещеру проходят комфортно и безопасно. Людей в подземный мир доставляют на электропоезде, приобретенном несколько лет назад в Риге, который полностью соответствует современным нормам безопасности и эргономики. Из-за своих нестандартных размеров, а это узкая колея железнодорожного пути и низкие своды пещерного тоннеля, такого рода транспорт создан в единственном экземпляре, специально для Новоафонской пещеры. 3 минуты езды, и перед взорами туристов открывается таинственный и прекрасный мир подземного царства. Каждый год перед началом курортного сезона в пещере проводят профилактические работы, проверяют дорожки, по которым ходят туристы, при необходимости меняют перила. Несколько лет назад было заменено освещение. Прежние лампы нагревали воздух, из-за чего могла повыситься допустимая в пещере температура, и могли погибнуть различные организмы, живущие здесь. Кроме того, дирекция пещеры установила камеры видеонаблюдения в каждом зале карстовой полости. Сотрудники природного объекта тщательно следят за тем, чтобы был сохранен здешний уникальный микроклимат. Задача нашего отдела – это, наблюдение за данными, микроклиматическими пещеры и отбор проб для дальнейших исследований. Чтобы вести какие-то изыскательные работы, нужен материал. Вот этот материал мы тут и добываем. Это начало всего мониторинга. Температура воздуха в пещере колеблется от 13 до 14 градусов, так как в пещере происходит постоянный обмен с внешней средой. Для сохранения уникального микроклимата в карстовой полости здесь соблюдаются все необходимые предписания экологов. Колебания температуры в пещере значительно сглажены по сравнению с наружным воздухом. И существуют специальные протоколы для того, чтобы обеспечить минимальное воздействие внешней среды на пещерную атмосферу. Как, например, те, кто бывали в пещере, знают, что когда заходит группа, за ними закрывается дверь, и затем открывается следующая. Это шлюз, который обеспечивает недоступ воздуха снаружи через штольни внутрь пещеры. Это одна часть протокола, инструкции, по которой проводятся мероприятия. Другая часть – это неиспользование ламп накаливания для того, чтобы также снизить количество тепла, которое попадает в пещеру. Другой момент – это какое количество людей посещает пещеру одновременно. Там тоже существуют свои нормативы, которые не превышают 350 человек одновременного присутствия внутри пещеры. В принципе, все эти нормативы там сохраняются. По зимнему графику Новоафонская пещера работала 4 дня в неделю – вторник, среду, четверг и в выходные дни. Но по просьбе туристических фирм пещера была открыта для посещения и в пятницу. А уже с 17 июня Новоафонская пещера перейдет на летний график и будет открыта каждый день. Аля Катрапш, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение.